Неделя выдалась тяжелой. Тут тебе и снегопад. Зам, я тебе хорошего мальчика нашла. Мам, зачем? А вот не надо было маму в Тиндере регистрировать. Что происходит? Элина, Антон? я тут веду новости, и раз уж ты здесь, давай помогай мне их вести. Согласен, но дреды я заплетать не буду. Никто тебя не будет об этом просить. Так вот, неделя выдалась тяжелой. Тут тебе и снегопад, и дождепад, и остатки распродаж, и мужик в кадре. Начнем с понедельничных обсуждений. Странная формулировка, но на самом деле емкая. В прошлые выходные во всех ТЦ проходили распродажи, а некоторые даже дарили подарки. Где-то чайник, а где-то автомобиль. Ну так вот, город встал так яро, что быстрее было съездить в Чебоксары, чем из Южного в Мегу. Ну и вот, настал понедельник, и все те, кто создавал эти пробки, вышли в интернет и айда поливать друг друга, те, кто стояли там. Не успели все отмыться от понедельника, как во вторник нас залило по самые уши. Мужик, перебрав с алкоголем и поймав какие-то сигналы, зарезал жену, пасынка и сына. К счастью, один пасынок спасся, к несчастью, спасся только один. И вот уж мистическое совпадение, но именно последние 2 недели в стране обсуждается вопрос об изменении закона о домашнем насилии. Связаны ли новости среды между собой, не ясно, но при желании все же связать можно. В Калейкино, это близ Альметьевска, в воздух улетела цистерна. Не бидон, не бочка, не твоя бывшая, а резервуар объемом 20 тысяч кубометров. Полыхало нехило. Такое зарево видели только один раз в районе дачи некого Рогозина-Д, когда упала ракета «Союз». К сожалению, через пару дней нашли тела рабочих, которые как раз и работали внутри резервуара. Вторая новость снята с кудрей Ильи Варламова. У парня какая-то галочка на рейтинге. Илюша выпустил рейтинг 100 самых некрасивых зданий России. Из Казани там 7. 2 вопроса. Где моя хрущевка из авиастроя? И если в Казани 14% страшных зданий России, то кудрявый, сенің башың кетті мәле. В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев провел пресс-конференцию. За 4 часа общения с журналистами премьер ни разу не упомянул Татарстан. И вот мы гадаем все эти дни. У нас все хорошо или все очень хорошо, что о нас даже словечко не сказали. Пятница подарила нам прекрасную историю. Драма, триллер, комедия – все есть внутри этой новости. У бриллианта татарской эстрады, народного артиста Республики Башкортостан Ришата Тухватуллина произошел казус. В городе Чишмы, Башкирия, пропал звукорежиссер прямо перед концертом. Парень шел за флешкой и исчез. Доподлинно неизвестно, похожи ли Чишмы и Дербышки, но парня не могли найти всю ночь и полдня. Подняли полицию, фанатов, Мисс Марпл и Эркюля Пуаро. Не нашли. Казалось бы, грустный конец, но нет. Нашли парня в городе Плахово и Рогово. Звукач что-то накосячил со звуковым пультом, испугался гнева народного артиста и сбежал в Петротворенье. Вот тебе и уехал в Ленинград, а приехал в Петербург. В выходные стало известно, что, как думаете? Нет? Не догадались? Отгадайте шараду. Красивый костюм, Казань-арена, или как ее правильно теперь называть, Акбарсбанк-арена, и перекрытие дорог. Да, именно, опять, снова, ура, Россия! В 2021 году в Казани пройдет чемпионат Европы по плаванию, а в 2024 чемпионат Европы по водным видам спорта. Уже с нетерпением жду, как буду щеголять на даче в новых футболочках волонтера. Кстати, на этой неделе, 5 декабря, отметили Международный день волонтера. Поздравляем! Всем секс, спорт и рок-н-ролл! Ну и вы, наверное, уже слышали, что цветом 2020 года выбрали классический синий. Подсуетился ли Джеймс Кэмерон, неизвестно, но напомнить о премьере второго «Аватара», думаем, получилось.